Историк современной России, так называют его критики и зрители, а он говорит о себе просто писатель. В столицу со своей новой программой приехал знаменитый Эдвард Радзинский. Писатель, которого ждали с чем угодно, а он приехал в Казань с самой непредсказуемой темой – «Царство женщин», так называется его программа из цикла «Тайная Россия», о времени властных женщин и галантных мужчин. Как говорит сам писатель, это будет почти премьера. Как и всегда, он до сих пор не знает, о чем будет говорить. Таков подход, не готовится заранее. Диляра Юсупова продолжит. Писатель, которого ждали, знали, что он сегодня носитель тайны, который должен поделиться. И сейчас она становится хозяйкой империи. Громкий голос и специфическая манера, даже не видя, его узнают сразу. Он никогда не был историком, поэтому и говорит: «Мне мало понятны тайны веков. Я просто драматург. А мир – театр, где люди в нем лишь меняют костюмы. Самую главную загадку – женщину – он будет разгадывать прямо на сцене, под взором зрителей и телекамер». В России дамы всегда находились в определенном положении. То есть курица не птица, женщина не человек. С этим положением женщин в галантном веке было 5 императриц, 5 дам, которые самодержавно правили страной, которые отправляли на эшафот, которые все это делали и перед которыми гнули спины тысячи, миллионы, мужчин. Под его прицелом 5 императриц России. О чем конкретно будет идти разговор, писатель сам до сих пор не знает. Его кредо – сюрприз для самого себя. Зрителей он призывает просто внимать, а он будет говорить только то, что его волнует. Тогда аудитория заволнуется вместе с ним. Я просто прихожу и вам рассказываю то, что меня в этот момент волнует. И я стараюсь их видеть. И если я их вижу, то будете видеть и вы. И поэтому я не могу повторить точно. По мере того, как я пишу, тема становится ясной, не просто яснее, а иногда просто я меняю убеждения. И это очень интересно. Мне самому интересно, что я вам расскажу. Он оттягивает минуты, но мало раскрывая секреты, это не будет лекцией, а станет путешествием в прошлое. О царстве женщин, где любовь правила политикой, где путь из Лачуга во дворец был так же короток, как путь из дворца на плаху. Русский парадокс, где сам Радзинский Россию считает все-таки чисто мужской страной, а на вопрос, готов ли он быть женщиной в следующей жизни, отвечает не без юмора, но со своей, только ему присущей философией. И обещают, что будет продолжение впредь. Благодарю, с меня довольно. Так надоел мне первый том, что мне подчас и думать больно, что я засяду на втором. Диляра Юсупова, Ильнур Шакиров, столица.